«Молчаливое поколение» – так называется сборник свидетельств детей и внуков репрессированных в период с 1937 по 1956 годы. В книгу вошли воспоминания очевидцев, потомков жителей Абхазии, репрессированных в 30-40-е годы. Издание состоит из двух частей. В первой собраны воспоминания детей репрессированных, многие из которых были сами депортированы. Вторая часть состоит из воспоминаний внуков жертв репрессии. Первая моя запись состоялась в 2017 году, когда встретилась с Адиле Шахбасовной. На меня большое впечатление, как я думаю, на всех, кто познакомился с работой Адиле Шахбасовны, не могу забыть, большое впечатление произвела. И дальше, записав воспоминания, я решила продолжить работу. И уже активно этим процессом записи занялась в 2019 году. И у меня разные категории, то есть это сами репрессированные, дети репрессированных и внуки репрессированных. Благодаря организации Амшра сборник увидел свет. Взяв книгу в руки и перелистывая страницы, читатель оказывается в другом мире. Он на себе может прочувствовать ужасы, пережитого репрессированными и их близкими людьми. Данная книга – подлинная история людей, столкнувшихся с жестокостью государственной машины, и посвящается памяти жертв политических репрессий. Автор книги Саида Возба лично собирала материалы и беседовала со своими героями. Разные истории, люди, судьбы, но всех их объединяет одно – боль, страх и переживания за своих близких. На меня, наверное, такое впечатление не производили бы сегодняшние события, если бы я не стала записывать воспоминания этих героев, потому что они пронесли эту боль и проносят по сей день. Многим героям сегодня, да, по 85-86 лет, то есть по 90 лет, и это действительно непроходящая боль, и на них долгое время, то есть до реабилитации, стояло клеймо «враг народа». И это клеймо, оно касалось не самих репрессированных, да, касалось абсолютно всей семьи, детей, жен, то есть и с детства, находясь в школе, учась в школе, они знали, что они враги народа. Сегодня я пересматривала перед тем, как с вами встретиться, одну героиню, Белу Ачба, и вот она рассказывает, как, будучи ученицей 5 класса, к ним пришли проверяющие и попросили встать детей репрессированных. Она рассказывает, а мы не понимали, что значило этот термин «репрессированные». И мы сидим, говорит. И когда сказали, чьих родителей в 1937 году сослали, мы, говорит, стали, а нас было несколько человек. То есть детям врагов народа было тяжело состояться как личностям. Автор-составитель, кандидат исторических наук Саида Возба проделала большую работу по сбору информации. Она опросила 22 сыновей и дочерей, а также 9 внуков тех, кто пострадал от сталинско-бериевского террора. Каждая беседа и встреча сопровождалась болью, слезами и сопереживанием, говорит Саида. Это были не только отцы и матерей ссылали, расстреливали. Многие вообще не знали о жизни, то есть их сослали, многие не знали о том, они живы, не живы, жили с надеждой о том, что вернутся отцы, да? Но они не возвращались. И эту боль они по сей день проносят, и поэтому невозможно не переживать, записывая такие истории. Мы сами дети войны, да, мы пережили войну, и поэтому для нас, как для современного поколения, главная задача — напоминать друг другу, что мы не должны возвращаться к этому. Мы должны сохраниться как нация, как народ. Да? Для этого мы должны помнить свою историю. Тот, кто помнит историю, он никогда не вернется в прошлое. Репрессированные боялись сообщать о себе из страха навлечь беду на своих родных. И даже бывали случаи, когда детям меняли отчество, отмечает автор книги. Вспоминает Роза Мустафовна Смыр, как отец поменял отчество своим детям. То есть она была Мустафовна, а сын был Михайлович, потому что вот боялся за своих детей. Было так, что сами репрессированные и их родные знали имена доносчиков и знают имена их по сей день. Но так как мы живем по определенным законам, по датам, мы не имеем права об этом говорить.
но имена их известны. И вот это нас и объединяет, да. И поэтому хочется сказать о том, что мы должны сохраниться. Это раз. И два, кроме того, что были у нас те, которые говорили, да, наговаривали, писали доносы, да, у нас были те, кто спасал. И одним из тех был Мустафа Смыр. По-другому его называли Чик, ну, в народе. Очень много известной истории о том, как он спасал людей, проживал в Гудаутском районе. И вот все эти свидетельства, все эти воспоминания, с этим можно ознакомиться вот в сборнике. В книгу Саиды Возба «Молчаливое поколение» вошли материалы и газетные публикации историка, археолога, заведующей отделом древней истории и средних веков Абхазского государственного музея Дианы Ахба. Книга адресована исследователям, занимающимися как классической, так и устной историей, а также широкому кругу читателей. Лаура Капш, Тимур Гогохя, Абхазское телевидение.